С наступлением летнего сезона к радости многочисленных поклонников спорта на крупнейших аренах, физкультурных площадках и стадионах республики разворачиваются захватывающий дух масштабные спортивные баталии. Однако, чтобы сезон спортивных страстей вызывал у зрителя массу положительных эмоций, спортсмены долго и упорно трудятся, повышая свой уровень мастерства. На часах 18:00 именно в это время свою вечернюю тренировку начинает призер чемпионата Европы по тэквондо Мухаммад Гагиев. Недавно начали тренироваться здесь, на стадионе. Травмы после операции я чуть больше полгода восстанавливался. Сейчас нормально уже тренируюсь, работаю, полностью уже укладываюсь. Как-то непривычно, потому что у нас основная работа, спарринговая работа. А здесь на свежем воздухе, в основном кросс, физические, ОФП, физическая подготовка. Индивидуальные тренировки, да. Пока что я еще, так скажем, набираю форму после, где-то, если точно, в сентябре, если у нас будет старт, то, думаю, я поеду недели через 2-3, чтобы поспарринговаться, потренироваться. В любом виде спорта особое внимание уделяется разминке. Как правило, этот процесс проводят в начале тренировки, чтобы во время выполнения основных упражнений спортсмен снизил до нуля риск получить травмы или растяжение. На данный момент на стадионе мы тренируем, погода позволяет тренироваться, хорошая погода. Но летом я в целом рекомендую тренироваться на воздухе. Это для здоровья хорошо и обстановка хорошая. В 6-летнем возрасте Мухаммад Гагиев впервые переступил порог зала тэквондо. Утром школа, а вечером изнурительные тренировки в ФОКе города Назрань, где под руководством своего тренера Ахмеда Камурзова и делал первые шаги будущий призер чемпионата Европы. С 2005 года я тренируюсь здесь у тренера Ахмеда Камурзоева и Султана Паланкоева. Тренируюсь, получается, уже почти лет 15. У меня братья старшие ходили на бокс, кикбокс. И отец хотел, чтобы я ходил именно на тэквондо. Вначале было, как и у всех, трудновато, никого не знал. И потихоньку начал узнавать ребят, уже привыкли к этому, с ребятам из зала. И первые соревнования у нас спустя 3 месяца. Я точно не помню, где-то спустя 3 месяца после того, как я начал ходить, у нас был турнир, первенство республики, И там я занял первое место. Подряд у меня было 2-3 первых места, и так пошло, дальше. Спустя всего пару месяцев Мухаммад Гагиев становится победителем первенства республик. Поняв, что пора поднять планку, талантливый спортсмен из Ингушетии решает попробовать свои силы уже за пределами родной республики, где становится победителем всероссийского турнира по тэквондо. У нас первый, так скажем, старт не за пределами республики был уже в 2007 году. Мы поехали в Таганрог
Там, ну, как бы ребята с Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, там многие ребята участвовали. Ну, и там я занял первое место. И в Казани в 2008 и в Санкт-Петербурге. Ну, мы, так скажем, с раннего возраста разъезжали по всей России, по всей стране, участвовали во всех турнирах. И, ну, набирались опыта, да, так скажем. Ну, как обычно, выходил просто. И, ну, то, что мы делали в зале, то, чему нас учили, мы просто выходили на ковер и, ну, делали то, что умеем. Соревнования в Санкт-Петербурге в 2008 году. Там я занял первое место. И в финале мы встречались с парнем из нашего зала. Мы оба вышли в финал. Но эти соревнования запомнились больше всего. Любой профессиональный спортсмен нуждается в поддержке близких людей. С первого дня начала спортивной карьеры настоящей опорой для Мухаммада стал его тренер Ахмед Камурзоев, который по сей день является личным тренером и психологом для своего воспитанника. Про Магомеда Гагиева я могу сказать только хорошие слова. И как человек, как спортсмен. Возраст только изменился, а так, как пришел, был спортсменом, как характер показывал на ковре. И по сегодняшний день, если не лучше, то отлично себя показывает до сих пор. В 2018 году состоялось историческое событие для Мухаммада Гагиева. Пройдя все ступени всероссийских и международных турниров, наш спортсмен вышел на ковер чемпионата Европы по тэквондо. В столице Татарстана Мухаммад провел очень зрелищные поединки, несмотря на то, что выступает в самой конкурентной весовой категории в тэквондо. По окончании чемпионата Мухаммаду было присвоено звание мастера спорта международного класса. Я еще по юношам в 2013 году стал третьим на России. И еще тогда мы отбирались на первенство Европы. Я как бы рассматривался как второй номер. И по юниорам я тоже был в сборной в 2015 году. Я тоже был в призах на России. И взрослые, мы помним, после чемпионата Европы
Я стал в 2018 году вторым на чемпионате Европы. Но я больше радовался, когда отобрался на чемпионате Европы. А так, на самом чемпионате у меня не было такого давления, да, так скажем. Хотя это у меня был первый, самый крупный старт вообще в моей карьере. А до этого, когда я отбирался именно на этот чемпионат, тогда было давление сильное, очень сильное, потому что я долго готовился. И было очень большое желание попасть туда, выступить. Все бои были тяжелые, приходилось укладываться на всех боях. Скажем так, все бои близкие, да, там 39-37, там счет 20-17, там, 2-3 балла отрыв. И все бои были близкие, и каждая ошибка, на этом уровне, когда ты выступаешь именно, да, на взрослом, особенно на чемпионатах России, Европы, каждая ошибка там тебя, да, наказывает за каждую ошибку. Я не считаю, что это какой-то выдающийся результат, да, но это хороший результат, особенно по взрослым. Я тогда выполнил норматив мастер спорта международного класса. Это хороший результат, да, особенно для нас, для наших ребят и вообще для тренеров, для всех нас в целом. Это очень серьезный результат был для меня и, я думаю, для всей республики и в целом России. Видите своего ученика на чемпионате Европы – это счастье, одним словом. Он себя отлично показал, хорошие бои. И для республики это самый первый результат такого масштаба. И первый мастер спорта международного класса в Ингушетии по тэквондо. И в России в целом их по пальцам можно пересчитать, сколько их вообще. Призеры Европы, чемпионы Европы. Вернемся на стадион имени Рашида Аушева, где наш спортсмен продолжает свой тренировочный процесс. По окончанию разминки Мухаммед начинает отрабатывать техники стойки и ударов ногами. Чтобы в полной мере овладеть навыком всего одного технического элемента в тэквондо, нужно повторять его по отработке сотни раз. Только тогда техника ударов спортсмена становится достаточно совершенной. Бой с тенью – одно из самых важных упражнений в тэквондо. Оно помогает улучшать многие характеристики. В этой схватке боец представляет себе оппонента и движется один. Он проводит разные атаки в воздух, делает уклоны, нырки и снова атакует. Польза в упражнении бой с тенью заключается в разносторонности, свободной стилистике и простоте.
После отработки всех необходимых навыков в тэквондо во время тренировочного процесса Мухаммад также проводит упражнения, направленные на общефизическую подготовку. Победа на международных и всероссийских турнирах, чемпионат Европы для Мухаммада Гагиева – это только первые шаги к достижению заветной цели. Нет предела совершенства. Именно такими словами, как и в начале своей карьеры, наш земляк продолжает усиленно готовиться к новым для себя стартам. Цель вообще зайти, да, так скажем, на пьедестал чемпионата мира. Именно в весовой до 58 мне бы хотелось стать именно чемпионом мира. Потому что это самое, так скажем, один из самых конкурентных весовых вообще в тэквондо. И оттуда уже и двигаться на Олимпиаду. Я-то думал, что мы поедем на эту Олимпиаду, даст Аллах, поедем на следующую Олимпиаду. У меня, я думаю, не то что цель, это его возможность, обязательно он должен выиграть Олимпийские игры.